Абхазская сторона не допускает альтернативы мирному, конструктивному разрешению всех существующих между нашими странами вопросов. Этот подход мы считаем совершенно оправданным. Он базируется на нашей историко-правовой базе и на сложившихся реалиях. Как известно, уже длительное время сложился определенный статус-кво в регионе Южного Кавказа, и с этим мы призываем считаться всех участников женевских дискуссий. Разумеется, позиция наших оппонентов, Республики Грузия, как всегда, отличалась отходом от сложившихся историко-правовых, юридических и, что самое важное, политических реалий. Республика Грузия продолжает утверждать о том, что Абхазия находится под оккупацией со стороны Российской Федерации и тем самым делает невозможным дальнейшее продвижение и прогресс в достижении самой главной нашей цели – заключения соглашения о неприменении военной силы. Мы же ставим вопрос абсолютно логично и аргументированно. Республика Абхазия, Республика Южная Осетия – это два суверенных независимых государства, которые соседствуют с Республикой Грузия. С этими реалиями придется считаться всем. Точно такую же позицию занимают и наши партнеры, Российская Федерация. Помимо основного вопроса обсуждались еще и другие вопросы, которые представляют очень серьезный интерес для нас, для абхазской стороны. Это вопросы внешней мобильности, вопросы документов, которые позволили бы гражданам Республики Абхазия перемещаться по миру, реализовывать свои абсолютно законные и важные права, свободы на передвижение, на определенные комфортные действия, которые каждый гражданин Абхазии имеет право реализовывать. Но, к сожалению, позиция Грузии не отличается конструктивизмом, с упорством. Из раунда в раунд Республика Грузия пытается игнорировать сложившееся положение в регионе. Конечно, мы доносим до сведения сопредседателей нашу логику, и она базируется и на реалиях, и на тех правовых исторических документах, которыми мы обладаем. Такая позиция, конечно, в нашем представлении, в представлении наших партнеров, и эта мысль, я уверен, все больше и больше способна укорениться в общественном сознании, в том числе и среди сопредседателей женевских дискуссий, членов их команд, которые приезжают в Абхазию, которые видят реальное положение дел, видят то, что Абхазия сложилась как государство, она полностью контролирует свои территории, она создает общественные и политические институты, и вот на этом принципе, на таких подходах и стоит базироваться.